Верность корням, открытость миру, кыргыз-жараны – будущее страны. Согласно распоряжению Кабинета министров во исполнение указов президента Кыргызской республики Садыра Джапарова, в программу школьного обучения 7, 8 и 9 классов введен новый учебный предмет «История развития религий». Кыргызстан находится на важном этапе своей истории, когда впервые созданы предпосылки для долгосрочного развития страны как политически стабильного, экономически сильного и социально ответственного государства. В Кыргызстане ни одна религия не является государственной или обязательной. Религия и все культы отделены от государства. Вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов запрещено. Основные предпосылки введения предмета «История развития религий». Духовно-нравственное воспитание, формирование правовой культуры, пропаганда здорового образа жизни. Необходимость обеспечения взаимоуважения, мирного сосуществования, межконфессионального диалога и веротерпимости вне зависимости от отношения граждан к религии. Необходимость борьбы с негативным влиянием радикальных, экстремистских и террористических организаций на государственность и духовность нации, профилактика различных правонарушений среди молодежи. Наряду с такими важными ключевыми навыками 21 века, как критическое мышление, коммуникация, кооперация, креативность, функциональная грамотность и другие, учебный предмет «История развития религий» сформирует у вас такие предметные компетенции, как религиозно-познавательная, гражданская, духовно-нравственная, линии, вокруг которых организуется содержание предмета. Духовные, нравственные ценности. Историческое пространство религии. Познание основ религии. На уроках истории развития религии учителя будут говорить с вами о морали, нравственности, духовности, об их значении в жизни человека, семьи и общества, о душе, совести, обязанностях человека, раскрывать перед вами жизненные смыслы традиционных нравственных заповедей, прописанных в священных книгах мировых религий. О чем эти заповеди? О любви к ближнему, о несовершении плохих деяний, о том, что нельзя лгать, красть, о милосердии и гуманности, о помощи нуждающимся, о защите слабых, о том, что нужно уметь прощать. Они – основа общечеловеческой нравственности и моральное правило жизни, истинность которого доказана опытом многих предшествующих поколений. Однако, как показывает жизненная практика, в условиях отсутствия должного воспитания, образовательного и культурного уровня, жизненного опыта, часть молодых людей становится на путь антисоциального поведения. Совершают правонарушения, среди которых правонарушения экстремистской направленности. Важно опасаться религиозного экстремизма. Это практика насильственного насаждения религиозной веры среди неверующих либо представителей других религий. Портрет фанатика религиозного экстремизма. Жертвенность. Туннельное восприятие. Невосприятие толерантности. Корыстное дружелюбие. Фундаментализм. Квазирелигиозность. Потенциальный террорист. Тоталитарные секты – это объединение экстремистской направленности. Применяют технику сэндвич, то есть вовлекают новичка, который находится в окружении двух наставников. Изоляция от реальности, погружение в состояние внушаемости через медитацию, монотонные пияния и повторяющиеся движения. Внушают чувство страха и вины через исповедование. Подвергают эмоциональной уязвимости, производят раскол семьи, доводят до состояния психической беспомощности. Свобода совести и свобода вероисповедания – фундаментальные ценности современного общества. Толерантность в религиозной сфере – это уважение права другого лица на духовно-мировоззренческий выбор. Все традиционные религии имеют потенциал толерантности, понимания, что к вере можно прийти только добровольно, что в современном обществе должны мирно уживаться верующие и неверующие, представители разных религий. Социальные сети – опасности и риски для обучающихся. Остерегайтесь взлома профайла, получения злоумышленниками доступа к аккаунту. Знайте о популярных методах получения пароля, метод обмана, программные методы, пароли в интернет-кафе, метод прямого общения, метод перебора пароля по словарю или ручного подбора, взлом компьютера.
расход большого количества времени. Отрешение от реального мира, деградация личности, потеря навыков социального общения, вероятность возникновения зависимости, потеря мотивации к учебе и домашней работе, экстремизм в социальных сетях и интернет-сообществах, возможные риски – контентные, коммуникационные, электронные, потребительские. В настоящее время реализуется национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 год. Цель – формирование единого сообщества граждан Кыргызстана, Кыргыз-Жараны, независимо от культурных, этнических и религиозных отличий, объединенных стремлением укрепления суверенитета страны и ее благополучия. Кыргыз-Жараны – это гражданин Кыргызской Республики, который имеет право и обязанности в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, независимо от этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности. Кыргыз-Жараны исходит из названия страны Кыргызская Республика и является общегражданской идентичностью, объединяющей все этнические сообщества при сохранении ими своей этнокультурной идентичности. Основные направления и стратегические задачи развития и продвижения гражданской идентичности Кыргыз-Жараны. Формирование осознанного понимания гражданской идентичности Кыргыз-Жараны. Укрепление единства народа Кыргызстана, повышение толерантности и сохранение уважения к ценностям многообразия, развитие и продвижение государственного языка, сохранение и развитие многоязычия, создание равных условий в доступе к управлению и процессам принятия решения, повышение доверия к политическим институтам и органам государственной власти. Дорогие ученики, стремитесь стать высоконравственным, творческим, компетентным гражданином Кыргызстана. Будьте ответственными за будущее страны, за сохранение экологии, духовных и культурных традиций народа. Стремитесь к новым знаниям, здоровому образу жизни, прогрессивным духовным ценностям.